Добрый день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами телешоу «Телеактивный». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады вам представить наших сегодняшних участников. И с нами вместе играют создатели детского контента НВК «Саха». И мы рады пригласить в нашу студию первую команду. Это Петр Павлов, Екатерина Христофорова и Дарья Гольдерова. Все ребята представляют студию анимации НВК «Саха». Здравствуйте, ребята! Очень рады вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и, возможно, у вас есть даже девиз. Мы назвали нашу команду «Анимашки». И наш девиз – мы создаем мультфильмы для детей, делаем детство веселей. В студии анимации над созданием мультфильма «Току» работают 7 художников, и Петр Павлов один из них. В обязанности Петра входит раскадровка мультика и его анимация. Всего в мультфильме 20 серий. Это история про жеребенка Току и его друзей. Петру очень нравится этот персонаж. Он веселый, озорной, любит учиться, как и сам художник. А еще Петр большой любитель пеших походов и выездов на природу, любит смотреть сериалы и слушать музыку. За плечами Екатерины Христофоровой Арктический институт и серьезная специальность – цифровой дизайн. А вообще она рисует с детства. Сначала это было простым детским увлечением, но в 9 классе девушка поняла, что свяжет рисование со своей будущей профессией. Катя рисует и на работе, и дома. А еще она слушает музыку и смотрит кино. С раннего детства рисует и Дарья Гольдерова, которая превратила свое увлечение в бизнес уже в 15 лет. Сначала это были картинки по 100-200 рублей. Со временем количество заказов росло и качество исполнения. А сегодня Дарья с радостью и гордостью спешит на работу в студии анимации НВК «Саха». А теперь давайте поприветствуем вторую команду, студию дубляжа. Это Прокопий Амосов, Елизавета Прокопьева и Анжелина Ядреева. Здравствуйте, ребята! Это те, кто перевел на якутский язык и озвучил такие мультики, как «Фиксики», «Малышарики» и другие. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, расскажите о себе и чем вы занимаетесь в свободное время. И как вы назвали свою команду? И как вы назвали свою команду? Команда наша называется «Дубляж». Наш девиз – «Мы команда дубляж, и мы идем на абордаж». С апреля 2022 года студия дубляжа НВК «Саха» перевела 4 мультика – «Фиксики», «Малышарики», «Тима и Тома» и «Три кота». В общей сложности 521 серию. Ребята в студии занимаются не только дубляжом, но и непосредственно переводом на якутский язык. Как, например, Елизавета Прокопьева, которая признается, что сложнее всего было переводить «Малышариков». В этом мультфильме 212 серий, в каждой из них есть песня, которую тоже надо перевести, причем чтобы и рифма была, и смысл остался, и в мелодию легла, а потом еще и спеть. Так что Лиза на этом проекте состоялась и как поэтесса. Помимо работы девушка любит путешествовать, встречаться с друзьями, а еще Лиза – настоящий киноман. Прокопий Амосов – звукорежиссер студии дубляжа. Как и полагается его специальности, обожает слушать музыку, причем самую разную. Но он ее не только слушает, но и играет, и занимается аранжировкой. А в своей музыкальной группе «Бард», которая родилась в колледже культуры и искусств, играет на бас-гитаре. Но сразу нас предупредил, что не поет. Ведь Прокопий уже знает, что мы обожаем просить игроков что-нибудь нам спеть. Анжелина Ядреева учится в гимназии Центра глобального образования в 8 классе, 7 из которых занимается пением, а еще она танцует. Считает себя творческим человеком и очень благодарна своей учительнице по вокалу Екатерине Борисовне, которая и рассказала Анжелине о кастинге актеров дубляжа. Так ее голосом говорит Дим Димыч в «Фиксиках», Крошик в «Малышариках», кролики в «Тиме и Томе» и Компот в «Трех котах». А ее любимец – это, несомненно, Крошик. Как он говорит, вы можете нам сейчас пару слов? Примерно Да. показать. Дёс, и не гнома! Без обработки у нас было все.
А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий, будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. И поскольку мы пригласили в начале в студию нашу команду «Анимашки», вопросы школьной программы звучит для вас. Внимание на экран. Почему Александр Меньшиков, ближайший сподвижник Петра I, не прочитал ни единого его указа? Не умел читать. Не умел читать, да? Вы согласны? Вообще без Не идей. знаю. Вообще без идей. Ну, вариант не умел читать, да? Только так можно объяснить это явление. Давайте сверимся, так это или нет. Учитель истории даст правильный ответ. Так, потому что Александр Меньшиков был неграмотным. Да, и вы абсолютно правы. Ответ наугад был абсолютно верным. У вас уже есть 1 очко. Логично. Так, еще один вопрос из программы, школьной программы теперь звучит для команды «Дубляж». Назовите, пожалуйста, сколько костей у взрослого человека? 209. 209 ваш 207, вариант. 209. Давайте сверимся с учителем биологии. У взрослого человека 206 костей. Нет, но будем считать, что вы правильно ответили на этот вопрос. На 3 косточки вы ответили больше. Вам тоже 1 очко. Второй вопрос из школьной программы теперь для студии «Анимашки». Внимание на экран. Куда поместить лимонад, чтобы он быстро охладился? Лучше в снег или же в лед? Просто если лимонад теплый, то снег быстро растает, и уже ничего не будет его охлаждать, а лед он как медленней. Наш вариант лед. Лед? Да, лед. Давайте сверимся с учителем физики 23-й школы. Лучше положить в лед, потому что лед имеет маленькую удельную теплоемкость. Ага, и команда «Анимашки» заработала еще 1 очко. 2 балла. 2 балла в итоге. Во второй вопрос из школьной программы теперь для студии «Дубляжа». Внимание на экран. Сколько падежей в русском языке? 7. Изи, да? Изи. 7. 7? 7. Анжелина, 7, да? Вроде 7 же. Ну, Подождите. Именительный, дательный, творительный, родительный. Анжелина, давайте вслух.
Разве не 6. 6? 6. 6. И последний ваш 6. ответ? 6. 6. Так, ответ принят. 6 падежей. Давайте сверимся с учителем русского языка. В русском языке 6 падежей. 6 падежей. Так, и последние вопросы из школьной программы для студии «Анимашки». На территории какого региона в европейской части России проживает народ, исповедующий буддизм? Калмыкия. Калмыкия? Ответ принят. Давайте сверимся. Народ европейской части России, исповедующий буддизм, это калмыки. Абсолютно верно. Ребята, команда «Анимашки» заработала 3 очка. Ну, давайте узнаем, может быть, у вас тоже будет 3 очка, и в итоге нужно будет бросать кубик. Вопросы школьной программы для студии дубляжа. В 2017 году в России была введена в оборот купюра номиналом в 2000 рублей. На ней изображены космодром Восточный и мост на остров, расположенный в заливе Петра Великого Японского моря. Как называется этот остров? Тоже вопрос. Русский остров находится в городе Владивосток, кажется, если память. Все согласны? Да, одновременно, русский. да? Остров русский. Так, хорошо. Остров русский. Вопрос ваш принят. Давайте сверимся. Этот остров называется Русский. Да, ну вот. Как я и говорила, что так получилось, что команды у нас заработали одинаковое количество очков. И в этом случае капитаны, чтобы определить, кто у нас основную игру начинает первым, будут вынуждены кидать наш кубик. Команда «Анимашки», кидайте кубик первыми. Петр бросает кубик. И у кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает игру первыми и становится командой красных. 2. Так, и Прокопий. Может быть, у него будет 1, либо больше. 4. Так, команда «Дубляж» становится командой красных. Меняйтесь местами и присаживайтесь на диванчик. Начинаем, Прокопий. Бросаем кубик. 2. Так, у вас задание говорения. Вам для этого нужно вначале подойти к нашему столику и выбрать любую карточку, которая вам понравится. Своим ребятам не показываем задание, показываем только мне. В этом случае говорить можно, но исключаем однокоренные слова. Время. 3 слова. Ты можешь говорить. Ага. Так, время. Взрыв. Нет, ты можешь объяснять. Ну, имеется в виду, там... Бомба? Да. Типа дальше. 3 слова должно быть там. Ага. Бомба замедленного действия. Шутка. Правильно. Есть правильно. Пару слов правильно. И только начал. Уже догадался. Абсолютно верно, да. Прокопий, делайте 2 шага вперед. Ваша фишка красного цвета. Это раз и 2. Все. Игра стартовала. Теперь кубик бросает Команда команда «Анимашки». Анимашки. Петр, как капитан команды, бросает кубик первым. Какая же цифра попадется? 1. Рисование. Рисование. Вы художники, вам вообще просто будет легко. Время. Часы? Нет, руль, машина. Будильник. Машина. Интересно, да, вот художники рисуют. Водитель. Ага. Водитель. Здание. Водитель едет к зданию. 20 секунд. Водитель смотрит на карту, как проехать. Давайте. Автошкола. 5 секунд. Водитель едет в автошколу. Нет. Итак, время. Ответ твой. Уроки вождения. Уроки вождения. Я думаю, что если бы Даша дали еще больше времени, она бы точно угадала бы. Да. Вы на верном пути были. К сожалению, ваша фишка не двигается, а игру продолжает команда красных. Дубляж. Бросайте кубик. Лиза.
Редактор, переводчик студии дубляжа бросает кубик. Впервые в истории нашей программы. 5. Раз, два, три, 4, 5. Рисовать, Лиза. Время. Отель. Ну, там написано, да. Отель Элио. Шведский стол. Угадываете. Так, Лиза, можете торжественно двигать вашу фишку на 5 шагов вперед и становится уже практически в центре нашего игрового поля. Раз, два, три, 4, 5. Супер. Так. Команда синих продолжает игру. Анимашки. Катерина бросает кубик. Даша хочет большую цифру. Ну, рисовать опять здорово. Я прям очень рада, что вам достается такое задание. Время. Палатка. Цирк? Цирк. Цирк. Шатер? Нет. Батут? Что-нибудь еще нарисуй, давай. Цирковое выступление, циркачка, там, не знаю. Арена. Арена цирка. Да. Арена. Да, арена цирка. И раз. Отлично. Ход сделан. Игру продолжает команда красных. Анжелина бросает кубик. Ну-ка. 2. Раз, два. Пантомима. Пантомима. Ой, как здорово. Вы, наверное, справитесь. Время. Прятки. Маска, прятки. Мим. Пантомима. Статуя. Не знаю. Кто? Камень. Камера. 5 секунд. Камера. Поиски. Поиски. Вор, не знаю. Камуфляж. Что? Невидимка. Невидимка. Лиза понимает Анжелину, свою подопечную, буквально с полуслова, с полужеста. На 2 шага вперед Анжелина делаем шаг. Вот туда? Да, Да, вперед. вот туда, вперед, получается. Раз и 2. Здорово. Пожалуйста. Какую цифру хотели бы? 6. Давайте. Пожелаем удачи. 5. Раз, Почти. 2, 3, 4, 5. Пантомима. Время. Рвота, человек, рвотный рефлекс. Да-да-да. Да, рвота. 5 секунд понадобилось. 5 шагов вперед. И 5 шагов вы делаете, приближаетесь к команде красных. Сильная энергетика. Раз, 2, 3, 4, 5. Так, пусть будет так, ага. Продолжаем игру, Продолжаем бросайте игру. кубик. Какая цифра попадет? 4. 4. Стабильно. 2, 3, 4. Говорить. Говорить? Время. С чем мы идем в аэропорт, чтобы улететь? С багажом? Да. Какой багаж? Какой Ручная этот кладь. не пускают туда. Перевес. Туда. Перевес. Нет, еще. И Большой. Если у него перевес, значит он какой? Тяжелый. Еще? Как сказать? Он не влезает, короче, да? Да. Габаритный. Ага. Габаритный. Какой? Еще дальше. больше скажи. Габаритный. Какой не знаю, багаж? Огромный. Еще. Не, вот это слово, вот это Габаритный. слово. Ага. Но Габаритный. ты прям длинное вот это вот есть. Понятие вот этого 8 слова, секунд. длинное. Давай. Габаритный. Какой багаж? Как сказать? Как можно Мы не решать? принимаем. Габаритные. Какой еще багаж? Время. И ответ. Крупногабаритный багаж. Вот, да. Например, телевизор. Это крупногабаритный багаж. Анимашки. Катерина бросает кубик. 6. 3. 3. Раз, два, три. О, Тоже это тоже пантомима. Вы станете, если справитесь с заданием, рядом с командой красных. Время.
говорить не надо. Что? Катер? Акула? Дрять? Волны? Нет. Как? Это рыба? Это рыба? Удочка? Что? Маневр? Маневр? Поворачивать? Попробуй что-нибудь другое попробовать. 15 секунд. Я не могу по-другому. Типа такая... Говорить нельзя. Это животное? Гремучая змея. Да. Как? Да. Даша, как? Вот на 3 секунды. Да. Катя так переволновалась, что забыла подвинуть свою фишку на 3 шага вперед и встать рядом с фишкой команды красных. Раз, Так. 2, 3. Двигать их. Да, вот. Даша, расскажите, вот как вы догадались? 3 секунды оставалось до конца. Ну, она задания. сказала это... Нет, ты спросил, типа, это одно и то же или что-то вроде этого. И потом, типа... И вот это Да, вот всё. это я совместила вместе и как бы... Ну, правильно, вот здорово. Сложно было, да, Катя? Угу. 5. Конкретно. 1, 2, 3, 4, 5. Рисовать, Анжелина. Время. Ваза, кувшин. Та-та-та-та-тан. Дом, Айфон. телефон, Телефон. компьютер, Что? папка в телефоне. А, в карман, телефон в кармане. Телефон в кармане. Человек с телефоном. Торс. Телефон в кармане куртки. Телефон в куртке. Девушка. Смартфон. Девушка. Квадрат. Время. Ответ какой? Карман жилета. Жилет. На жилете. Карман на Да, жилете. нужно Вот было угадать жилет. именно на жилете. 4. Двигаем. 1, 2, 3, 4. Говорить. Говорить. Так, время. Вот у человека бывает состояние, когда ему хорошо. Эйфория? Нет. Радость, счастье. И это, короче, что делают люди, что устраивают люди, когда, допустим, у них день рождения? Как называется это в целом? Праздничное настроение. Да, и перед этим стоит еще одно слово, типа... Предпраздничное настроение. Нет, вот именно какой второе слово? Есть грустный, а есть... Счастливый. Еще какой? Веселый. Веселое праздничное настроение? Нет, там просто 2 слова. Веселое настроение? Нет, и вот что устраивают люди, когда у них день рождения? Время. Веселый праздник. Да, веселый праздник. Но, к сожалению, время истекло. 5. 1, 2, 3, 4. Рисовать. Рисовать. Роня. Время. Номер телефона. Номер дома. Адрес. Цирковой номер. Что это? Номер льва. Лев. Представление. Цирковой номер со львом. Представление со львом. В цирке. Лев выступает на цирке. Что? В цирке. Дрессировщик. Дрессировщик льва. Номер с дрессировщиком. Со львом. Номер с дрессированным львом. Что? Номер со львом. Цирковой номер со львом. Цирковой номер животное с дрессированными Номер с животными. дрессированными Ага, всё. животными. Не львом именно. Да. Ну там же может быть лошадь или собачки. 4. 1, 2, 3, 4. Говорить. Время. Это когда нам холодно, мы это обвязываем вокруг шеи. Шар. Ага. И там
какой-то принт. Не принт, а узоры. Новогодний шарф? Нет. Узорчатый шарф. Нет, такие Нужно будет словами. такие Не квадратные, показывать. такие квадратные. У шарфика именно, да? Ага. Ага, квадратные. У шарфика. Какие они виды бывают узоров там? Вязаный шарф. Вязаный шарф. Нет, не то чтобы узор, а вообще Виды шарфиков? стиль. Стиль палантин, или как называется? Пять секунд. Платок. Платок. Время. Ответ. Вы еще забыли сказать. Но нет. Ответ какой? Шарф в клетку. А, шарф в клетку. Он начал говорить квадраты. Да. Но сбился. Лиза, вам нужно будет рисовать. Да. Время. Мясо, Космическая еда. паста, жидкий корм, Это что сверху? Это помидор, помидор. Ага. Кетчуп, Нет. Ага. томаты. Томатный Томатная соус. паста. Томатный соус. Да, томатный соус. Так классно нарисовали. Хорошо. Лиза, вы скрываете свой талант художника. Вам нужно в студию анимации. И на один шаг вперед. Да, наконец-то вырвались, сделали шаг Было из бы нашего бермудского квадрата. И команда Было Синий бы продолжает 5, игру. было бы лучше. Катя бросает кубик. Какое задание вы хотите, Катя? Пантомиму, наверное. Нет. Один. И тоже рисовать. Время. Елка. Гора. Вершина. Альпинист. Да, верно. Все, альпинист? Да. 5 секунд. И это альпинист. В нашей игре могут быть очень сложные задания и очень простые. Так, и опять мы создали бермудский квадрат. Анжелина продолжает игру, бросает кубик. Какую Какая цифру же хотите? цифра будет? 6. Мне кажется, как-то Вначале вы должны справиться с пантомимой, как последняя клетка нашего игрового поля, а потом вас ждет второе задание, если вы справитесь с пантомимой. Время. А так, звукорежиссер, парень. Парень. Ага. Мужчина, парень. Накачанный мужчина, парень. Мужская, Джинсовки. мужская одежда. Куртка, Мужской костюм. костюм. Костюм просто. Ага. Костюм. Тройка. Костюм тройка. Молодцы, Анжелина, молодец, присаживайтесь. Присаживайтесь. Так, почему? Потому что вас ждет второе задание. Стоп-кадр. Вам нужно будет угадать, о каком фильме или сериале идет речь. Если вы справитесь с этим заданием, вы победили. Викинги? Нет. Тини Морнера. Ну, то есть... Властелин колец тоже стиль похож. Так. Из сериала этого. Вы уже догадались, о чем идет речь? Может быть, у вас есть свои варианты, но вслух не надо говорить. Вы поддержите при себе. Сериал этого дракона там какие-то, я не забыл название. Для престола. Да. Да, не так одеваются точно. Ага. И ваше время Ваш ответ. истекло. Ваш ответ. Властелин колец. Властелин колец. Анжелина, вы согласны, да? Ага. Давайте посмотрим, так это или нет. А, нет. А явно нет. Гарри Поттер! Дара смерти, да? Дара смерти последним такой был, да? Ты вообще все смотрела. Да, вот как так? Как? Каждый год смотрим Гарри Поттера. Но я до Дары смерти, кстати, не дохожу. Вот посмотрите. Видимо, надо. Так, я же вам говорила, что у вас есть Как шанс. обидно. У вас есть шанс. Бросайте кубик. И вероятно, всего невероятно, то есть у нее есть большой шанс вырваться вперед. Два шага. Два шага вперед. Это раз, два. Пантомима. Пантомима. Время. Предложение. Предложение руки и сердца. Предложение себе. Я делаю предложение.
Кольцо. Надеваю. Свадебное кольцо. Жених. Жених. Муж. Так, еще время есть. 10 секунд остается, давайте. Выйдите за меня. Обнимаю. Время. Ответ? Заботливый муж. Да. Да. Ну, как-то издалека вы начали. Да, я да, вообще, что? ну, а я не знаю, как сказать Предложение мужа. руки и сердца начали, чтобы показать заботливого Блин, мужа. простите. Так, Прокопий. Так, за вас болеют ваши коллеги звукорежиссеры. Раз, два, три, четыре, пять. пять. Одно задание, да. Время. Два слова. Стоять? Глагол. Снимать обувь. Нет, Серьезно? нет. Снимать тапочки. Переобуваться. Снимать Снимать обувь. обувь. Снимаю Снимать. обувь. Он снимает обувь. Что еще? Что? В гостях. Что вот это? Ну покажи еще. А как еще по-другому. сказать? Снимаю обувь. Еще как можно сказать? Снимаю тапочки, снимаю сапоги, снимаю... Вы в этом плане? Не снимаю есть? Ага, снимаю... Разбываюсь, обуваюсь. Нет, снимаю что-то надо, да? Другое. Снимаю сапоги, снимаю 5 ботинки. секунд. Тапочки 3 снимаю. секунды. Разбываюсь. Время. Ответ? И обуви. Снятие обуви. Вот так вот. Возможно, тоже Пятерку. пятерку давайте. Либо 6. Сказали. 4. Раз, Ну, два, рисовать. три, 4. Да, рисовать. Время. Свисток. Нет. Розетка. Кипятильник. Да. Да, это кипятильник. Все. Все. 4 шага вперед. 4 шага вперед. Раз, два, три, 4. Остался один шаг. А игру продолжает команда красных. Немножко разочарованные, да? Лиза бросает кубик. 4. Тоже. Тоже. Рисовать. Время. Нет. Стол. Дом. Комп. Компьютер. Банка. Банка сока. Ага. Фрукты. Виноградный сок. Виноград. Да, виноградный сок. Обожаю Вы понимаете, мои коляки? Двигайте вашу фишку да. на 4 шага вперед. Раз, два, 3, 4. Вау! Я говорю, все интереснее и интереснее. Один шаг до финала. Команда синих, пожалуйста, бросает кубик. Катерина, вся надежда на вас. 4. Так, ну, пантомима вначале, да? Время. Бриться. Бритвенный станок. Сломать. Лезвие. Оторвать. Сменная бритва, сменное лезвие. Нет. Ломать. Сломанная бритва. Сломанный бритвенный станок. Нет? Сломанный. Сломать бритву. Сломать лезвие. Это бритва? Сломать. И 5 секунд. Поранить кожу, сломать бритву, бороду. И время. Ответ какой? Бриться, сломанная бритва. Бриться сломанной Сломанной бритвой. Вот такое вот словосочетание. Ну, Бывает. Анжелина бросает кубик, и вся надежда теперь на нее. 5. Ну, опять же, пантомима для начала. Если вы справитесь с ней, то далее стоп-кадр. Время. Ты, девочка. Маленькая девочка. Ребенок. Ребенок, девочка, маленькая. Ребенок. Общее. Детство. Дети. Дети. Малыши. Кто еще? Малыши, дети. Карапузы. Бег. Игра. Детская площадка.
Заниматься на детской площадке, играть на детской площадке, бегать на детской площадке. Занятие 5 секунд. Что делать? Драться на детской площадке. На детской площадке. Детский спорткомплекс. Я пыталась спорт показать. Это надо играть. Один. Только одно задание, Круто. Даша. Время. Рубашка. Майка. Футболка. Одежда. Платье. Рубашка без рукавов. Ой. Жилетка. Ага. 2 слова, ага. Защищаться. Защитный. жилет. Да, защитный жилет. Пожалуйста. И все. Один шаг вперед, и таким образом команда Анимашки одержала победу в нашей сегодняшней И мы вручаем вам сертификат на отдых в гостевом домике Holiday House. Ура! Очень весело И и азартно посмотрите провели на это разочарованные воскресное лица. утро. Приходите к нам еще. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока! Пока! Да, согласна, но я говорила, предупреждала вас вначале, что наша игра, она больше на удачу. Что вам больше всего понравилось и что наоборот не очень понравилось? Или наоборот, я имею в виду сложнее и проще. Ну, обидно было со снятием обуви, мне кажется. Ну, такие слова, которые мы не часто используем. Коренные еще как-то это вот. Расширяйте свой словарный запас. Но видите, вот снять и снятие, да? Снимать там обувь. И мы такие, что еще? Как еще можно сказать? А насчет детского спорткомплекса, мне кажется, Анжелина очень хорошо показала. Очень Да, это да. Потому что это задание попадалось другим игрокам. Многим, И, да, и многим. лучшая демонстрация этого словосочетания, это вот была именно у Анжелины, поверьте уж нам. Так, команда синих, вы как-то не очень верили в свою победу, как мне кажется. А вот, видите, как здорово все сложилось. Что вам было сложно и что легко? Пантомима. Пантомима. Сложно. Да, ужасную просто пантомиму. А рисование как вам? Нормально. Нормально, да. Ну вот, кстати, вот кипятильник, альпинис, вам попадались Да, вот такие кстати. Легкие хорошие, слова были. легкие слова. А слова, вот задание со словами, с говорением вам попадалось? Петр, вам, по-моему, да? Да, но я не мог в клетку. Квадраты. Да, квадраты. какие-то узоры. Так, а вопросы из школьной программы показались легкими или можно было бы усложнить немножечко? Вот ваши пожелания будущим игрокам какие могут быть? Мне кажется, нормально. Нормально. Как раз таки на удачу. Я в этом году была в Калмыкии, там у меня подруга. И этот вопрос для меня был очень простой. Легкий. Да, да, это все на удачу. Калмыкия, да, действительно. Да. Что ж, огромное спасибо вам, друзья, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Я думаю, что вы так же, как и мы с Леной, очень весело и азартно провели это воскресное утро. Приходите к нам еще. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока!